Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале вкратце о главном. Новые инвестиции, рабочие места и резиденты. Работает 150 человек. Суммарно за год мы делаем около 10 тысяч тонн изделий из термоэластопластов. О развитии технопарка «Химград» расскажет Рамиль Галиуллин. Двор отремонтировали, подорожает ли содержание? Если это президентские программы, а зачем мы должны за это деньги платить? Почему так беспокоятся жители нескольких домов в Казани? Разбиралась Алия Хайрудинова. Время требует мер. Проверками охвачено 757 объектов. Почему усиливают коронавирусный контроль, узнал Дмитрий Аринин. Скорость и грация. Просто взять лошадь и сразу же на ней поехать на маршрут, такого не будет. На первенство Татарстана по конному спорту собрались более 100 лучших наездников со всей России. Такие преграды оказались не под силу лошадям. Подробности у Натальи Мизиной. Рустам Минниханов сегодня посетил Химград, первый индустриальный парк в области химической промышленности в стране. Он открылся в Казани еще в 2006 году. Сегодня на площадке Химграда работает 318 компаний, более 9 тысяч сотрудников. Сегодня президент познакомился с новыми резидентами Технополиса и подписал соглашение по дальнейшему развитию Химграда. Очень широкий у нас ассортимент, около 1500 видов уплотнителей. В этих цехах делают полимерные уплотнители, в основном для пластиковых окон и дверей. Компания «Резидент Технопарка» с 2012 года. Ежемесячно производит до 1000 тонн продукции. Отсюда изделия поставляются во все регионы России и страны СНГ. Работает 150 человек. Суммарно за год мы делаем около 10 тысяч тонн изделий из термоэластопластов. Да, это мы сами разрабатываем. Сегодня осмотрел предприятие Химграда и познакомился с новыми резидентами Рустам Минниханов. Один из них – фабрика по пошиву одежды. Коллектив 120 человек. Всю продукцию реализовывают через интернет. Это комбинезон Фокси, и мы его разрабатывали вместе с нашими подписчиками. Мы тоже есть в Инстаграме. У нас чуть-чуть побольше подписчиков, чем у вас. Сколько? 522 тысячи. Да? Да. В сложном 2020-м спрос на одежду в интернет-магазинах только вырос. Поэтому компания в эту пандемию успешно развивала свой бизнес. Шито больше 120 тысяч изделий, почти в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. И это несмотря на нехватку квалифицированных кадров. После развала Советского Союза все эти швейные школы, это стало не модно быть швеей. Все решили стать дизайнерами, конструкторами. Целое поколение швей, оно было, к сожалению, у нас потеряно. Чтобы решить эту проблему, сегодня в Технополисе подписано соглашение о сотрудничестве между Химградом, Казанским колледжем технологии и дизайна и фабрикой по пошиву одежды. Таким образом будет решена проблема дефицита кадров. Подписано 2 октября 2020 года в городе Казани. В 2018 году Химград стал участником федеральной программы по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Общий объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Рустаму Минниханову показали уже 4 построенных здания. Там работают 13 компаний. Это 214 человек. Технополис появился в республике в 2006 году. За это время он превратился в одну из крупнейших промышленных площадок страны. Это 318 компаний-резидентов и без малого 9,5 тысяч рабочих мест. А общий объем налоговых отчислений больше 30 миллиардов рублей. Самые популярные отрасли – переработка полимеров, ресурсосбережения, медицинские и биотехнологии. Большинство резидентов в разгар пандемии перешли на выпуск средств антиковидной защиты. Планируется, что через 4 года в технопарке разместятся не менее 370 компаний, а выручка увеличится вдвое. Первый шаг к очередной цели уже сделан. Сегодня подписано соглашение между Химградом и итальянской компанией по производству автокомпонентов. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Вы достойны и гран-при. Такой итог подвел президент Рустам Минниханов на встрече с победителями финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Их чествовали в Казанском Кремле. О напутствиях президента и каким будет путь чемпионов. Алия Хайрудинова.
дальнейших успехов. В зале молодые чемпионы. Для многих это первая встреча с президентом. Сегодня он благодарит их за очередную победу. Ребята из Татарстана стали первыми в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» Гран-при за Москвой. Я считаю, что мы способны побороться и с Москвой, и с кем угодно. Поэтому вы достойны. В следующий раз и компетенции, и команды надо выставить столько, сколько надо. Значит, я думаю, что то, что мы на этой позиции, это хорошо, но это не предел. Надо двигаться дальше. Чемпионы не скрывали эмоций. Это событие для меня. Вот, то, что я первый раз вижу его. И, не знаю, радость такая, даже гордость. Все слова президента будут обращены к нам. Что-то он говорит отчасти мне даже. Среди победителей братья Нуруллины. Мы уже рассказывали о них. Мастера обработки листового металла выступали вместе, правда, в разных возрастных категориях. И привезли 2 золотые медали в Апастово. Семья Нуруллиных – династия мастеров. Их папа – строитель, дед – плотник. Было не столь сложно, столь ждать своих результатов в этом году, потому что я не видел своих конкурентов и не понимал, что они делают. Он поддерживает меня, я поддерживаю его. Он делится своим опытом со мной, и спасибо ему за это. 3000 участников, 80 регионов. Чемпионат впервые прошел в дистанционно-очном формате. 24 часа в сутки были под прицелом видеокамер, и вся картинка шла в Центр управления соревнований, где эксперты оценивали каждый их шаг, могли пересмотреть запись, и, собственно говоря, это, наверное, определенное психологическое давление на ребят имело. Татарстан стал первым в рейтинге по итогам финала национального чемпионата, завоевав 38 золотых, 25 серебряных, 39 бронзовых медалей и 29 медальонов за профессионализм. Общекомандное первое место – результат кропотливой работы, подчеркивает президент. Отдельные слова признательности хочу адресовать экспертам, тренерам и педагогам за оказанную поддержку и проделанную работу. К слову, в этом году страна отмечает 80 лет со дня создания системы профессионально-технического образования, которая после проведения мирового WorldSkills претерпела масштабные изменения. Сегодня в республике создан 41 ресурсный центр, оснащенный новейшим оборудованием, и во многом это наследие WorldSkills. Они стали не просто кузницей рабочих кадров, но и ключевыми точками развития профессионального образования. Обучая новым компетенциям, мы увеличиваем возможности молодежи стать конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. Жаворонкова Мария Александровна. А это уже награды за европейский чемпионат по профмастерству Евроскиллс. Прошел он 2 года назад в Будапеште. Почетные грамоты президента России победителям и экспертам. Благодарности президента экспертам движения WorldSkills. И уже через 3 дня молодые профессионалы снова начнут подготовку к чемпионату. Отборочный тур в ноябре. Финал пройдет в Башкирии в следующем году. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Так совпало, что сегодня чемпионов рабочих профессий в Кремле чествовали в день 80-летия системы профобразования. Она появилась в 40-е годы, когда стране нужны были рабочие руки. За эти годы ПТУ прошли огромный путь от трудовых резервов СССР до современных колледжей с новыми стандартами образования. О прошлом и настоящем профтеха Вероника Гайнудинова. История ПТУ начинается с 1940 года. Тогда создают государственные трудовые резервы. Это училища и школы фабрично-заводского обучения. Учеба там была почетной. Лозунги сами говорят за себя. Стране нужны крепкие, умелые рабочие руки. В 60-е годы все училища преобразовывают в ПТУ. Анатолий Максимов от ученика профучилища вырос до директора дорожно-строительного лицея. Я, в частности, и ребята, и кого я учил, будучи мастером производственного обучения, они шли с удовольствием на это. Тем более времена были не очень богатые, так скажем, да, семьи. Тяжело все-таки все равно было. Почти что послевоенное время началась эта система. Вот, а там все-таки было на полном государственном обеспечении. Профессиональное техническое образование было действительно качественным и востребованным, говорят выпускники. Их путь становления можно сравнить, допустим, с этой лестницей. Ребята, приходившие в училище получить рабочую профессию, выходили отсюда готовыми мастерами, а благодаря труду и упорству могли вырасти до руководителей предприятий.
Сегодня в зале ветераны профтехобразования, руководители колледжей и техникумов республики, многие из которых сами выпускники училищ. Сварщик, строитель, слесарь. За всю историю профтехобразования в стране было 2700 училищ. В них готовили рабочих по 2000 специальностей. Казанский железнодорожный техникум, Раифское специальное профучилище и 123-й профлицей, который сегодня входит в состав авиационно-технического колледжа. Первые ПТУ республики. В образовательном кругу мы всегда считались самыми хорошими специалистами. Нам очень легко было во время распределения, нас хотели, наших выпускников. К 70-м годам ПТУ постепенно превратились в ту самую страшилку для нерадивых школьников. Считалось, что в ПТУ шли те, кто был не способен учиться в ВУЗе. Но вскоре поменялась вся система, потом и отношения. Сейчас идти учиться в профессиональные колледжи престижно, как никогда. Сейчас, когда уже идет модернизация вообще общества, система не только общего образования и профтехобразования, мы понимаем, что появляются новые какие-то инновационные решения, наукоемкие технологии. Много современных зданий. Очень много капитально отремонтированных училищ, техникумов. Теперь училищ нет техникумов. То есть среднее профессиональное образование получило совсем другую начинку, и материально-техническая база стала совершенно другая. Многие колледжи сейчас – это ресурсные базы для подготовки участников на мировые чемпионаты. Сегодня в республике 99 учреждений среднего профобразования. А это больше 72 тысяч студентов. Образовательных программ больше 200. Это самый высокий показатель в ПФО. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане, как сообщает республиканский штаб, зарегистрировано 2 смертельных случая от коронавируса. В Казани скончался 59-летний мужчина в Челнах, 88-летняя женщина. Новых случаев коронавируса сегодня зафиксировали 28. Почти все контактные лечатся на дому. В целом по России сегодня снова рост. Выявлено 9412 заболевших. Это почти майские показатели, когда в нашей стране был пик пандемии. Среди регионов больше всего инфицированных по-прежнему в Москве – 2704 человека за сутки. В соседних с Татарстаном регионах наиболее неблагополучная обстановка в Ульяновской области и Удмуртии. Там сегодня более 100 заболевших. Минимальная заболеваемость почти как у нас, в Чувашии. Там 27 новых ковидных пациентов. Роспотребнадзор вместе с полицией увеличил количество рейдов по соблюдению правил коронавирусной безопасности. Усилить контроль поручил Рустам Минниханов. В последние дни число инфицированных в Татарстане фиксирует все больше. Ситуация уже называется напряженной. Усугубляется она и сезонным ростом ОРВИ. При этом, как отмечают, люди расслабились и не всегда носят маски там, где положено. Не так пристально следят за этим ответственные люди в заведениях и организаторы мероприятий. Что мы имеем в итоге, расскажет Дмитрий Аринин. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан остается стабильной, но напряженной. Как констатируют в Роспотребнадзоре, напряженность создает сразу по нескольким фронтам. Так, с начала нового учебного года занятия в школах прекратились уже в 34 классах. Казанским школам добавилась и Бавлинская. В основном болеют ОРВИ. Коронавирус выявлен у 17 человек. Это школьники, студенты, учителя. Серьезных проблем, связанных с формированием групповых очагов в школах, техникумах, колледжах, высших учебных заведениях мы не видим. С открытием границ жители республики начали выезжать на отдых. Так, после того, как возобновилось авиасообщение с Турцией, оттуда в Татарстан вернулись 11 ковид-больных. Сложнее контролировать ситуацию в общественном транспорте, говорят в Роспотребнадзоре. Мы видим, что есть кондуктора без маски, жители расслабились и едут в автобусе без маски. С расслабленностью решено бороться. Под усиленный контроль возьмут не только транспорт, но и массовые мероприятия, магазины и прочие организации. Рабочий месяц без маски. Я только зашел, у меня астма, и нельзя одевать маску. Вас пустили без маски, да, только что? Я не успел забрать. В машине лежит. Не обслужили, а... Нет, просто сказал, выходите. Так, на неделе проверили уже более 700 объектов. На 46 нашли нарушения, 20 были закрыты. Общая сумма штрафов составила более 4 миллионов рублей. Мало раздать маски на входе. Надо еще заставить эти маски не снять. Маска защищает не только от новой коронавирусной инфекции, она защищает еще и от 200 вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем и которые активизируются в период такого сезонного подъема.
Больных ОРВИ в Татарстане сейчас почти 20 тысяч. Жители республики стали чаще вызывать медиков, подозревая, что у них коронавирус. Нагрузка выросла. Поэтому решено в РКБ открыть дополнительное отделение для пациентов с ковидом и сопутствующими патологиями. Кроме того, Казанская 12-я горбольница возобновила работу с больными коронавирусом. В работу вводим, они будут стоять, в случае необходимости подключиться к работе с пациентами с ковидом. Из позитивных новостей: в республике пока нет гриппа. Бесплатная вакцинация от него уже идет. Планируют привить 60% населения. Дмитрий Айрин, Ринат Сафин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Жильцам, чьи дворы отремонтировали по программе «Наш двор», предлагают ввести дополнительную плату за их содержание. Казанская управляющая компания «Уютный дом» вывесила на подъездах некоторых домов в Новосавинском районе объявление с предложением увеличить тариф за содержание придомовой территории на 2 рубля с квадратного метра. Однако жители недоумевают, чем объясняется рост тарифов и быть ли новой строке в счет-фактурах, разбиралась Илья Хайрудинова. Кто согласен на это, на побольше? Вот из-за этого мы хотим подпись собирать, чтобы больше не платить. Жильцам 3 домов по проспекту Ямашева и 1 по Адаратского повезло. Их двор благоустроили в числе первых. Только радость от новых тротуаров и детских качелей омрачилась новостью от управляющей компании. Уютный дом предлагает повысить тариф за обслуживание придомовой территории на 2 рубля с квадратного метра. Уже прошло первое собрание жильцов. Действительно, двор сделали нормально. Сделали нормально. Так не с нас, ведь мы радовались. Это президентский двор. Такого же мнения и ее соседи. Пока тариф за обслуживание придомовой территории 3 рубля 68 копеек. Это с 1 квадратного метра. Был старый двор. Если старый двор был, его не надо было обслуживать. То есть его же так же как-то обслуживали. Появился новый двор. Тариф повышается. Объяснить, скажем так, повышение, для чего это делать? Никто так что-то толком нам и не объяснил. Все против. Вот мы здесь сидим, кто здесь, все против. На собрание я как пойду, не могу идти. Молодые тоже не пошли. Все равно, говорит, по-ихнему останется. Какой толк, говорит, нам идти. Должны, наверное, в расходы входить, но никак не жильцы должны платить. Потому что у некоторых, я понимаю, вот у меня есть ребенок, как бы он сидит на этих качелях, да, а у некоторых вот бабушки, у них же, получается, дети-то ведь не играют практически. Дворовую площадку открывали 30 августа. Тогда жители благодарили за новые качели, горки, беседку, сцену. Довольны и сейчас. Вопросы возникли лишь к управляющей компании. Раньше содержали старый двор, теперь обновленный. Казалось бы, расходов должно стать меньше. Асфальт проложен, качели новые. Так за что мы должны платить больше, удивляются жители. Ведь только за 1 месяц со всех домов набегает примерно 200 тысяч рублей. Гендиректор уютного дома объясняет, чем вызвано предложение увеличения тарифа. Уверен, хорошо и качественно не может быть дешево. Современные качели, спортивное покрытие, новые скамейки. Все требует больших усилий в содержании дворовой территории. Сделана работа на 44 миллиона рублей. Это же имущество собственников, которые установлены в этих дворах. Поэтому вы сами судите, что там надо делать. Это все надо содержать в исправном и безопасном состоянии. Что же сегодня входит в перечень тарифа обслуживания придомовой территории, нам разъяснили в Госжилинспекции. Летом это подметание территории, уборка мусора, крыльца, входной группы, выкашивание газонов, очистка ливневой канализации. Зимой сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территории от наледи, уборка урн. Перечень установлен постановлением правительства России за номером 290. Этот перечень является минимальным. Соответственно, эти работы входят в тариф содержания придомовой территории. Дополнительно он может быть расширен, но для этого должно быть проведено общее собрание собственных помещений. Президентская программа «Наш двор» началась в этом году и завершится через 5 лет. На 50 миллиардов рублей обновят без малого 7 тысяч дворов. Мы не закладываем такой сценарий. Жители принимают исключительно самостоятельно это решение. И то, что уютный дом там предложил, это исключительное предложение. Дальше это решение жителей увеличивать, не увеличивать. И очень важно, чтобы действительно, когда такая работа, если она будет проводиться компаниями, чтобы они четко совершенно могли пояснить, за что. Вот за уборку, например, дополнительных тротуаров, за, например, дополнительное содержание.
за еще прям за конкретные вещи. Программа, которая реализуется по проекту «Наш двор», она полностью не за счет средств собственников жилья. Это та сумма, которая была выделена от Республики Татарстан. Просто непонятно, какая необходимость есть в увеличении денежных средств, потому что и так хватает тех тарифов, которые связаны с уборкой мест общего пользования и придомовой территории. Во дворе дома номер 83 на улице Зорги тоже прошел ремонт. Управляющая компания сохранила расходы на содержание на том же уровне. В любом случае решение должно быть за жильцами. Главное, чтобы тариф для них был понятен и прозрачен. А управляющей компании более детально объяснять жильцам, на что будет потрачена каждая копейка при согласии на увеличение тарифа. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные темы, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Сегодня утром в Татарстане раздались сирены. Сигналы прозвучали в 10 утра в городах и районах республики. Системы оповещения сработали в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Кроме того, специалисты осуществляют перехват трансляций нашего телеканала, а также цифровых каналов и радиовещания. МЧС Татарстана просит жителей соблюдать спокойствие и помнить о поведении при возникшей угрозе. Как избежать введения повторного режима самоизоляции и почему авиабилет можно вернуть за 1 рубль? Подробности читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня проехал по Казанке на газомоторном теплоходе «Чайка СПГ». Напомним, теплоход, названный в честь столетия ТССР, построили всего за полгода на Зеленодольском судостроительном заводе. Торжественный спуск на воду состоялся в августе. Это было первое знакомство президента с «Чайкой». А сегодня Рустам Минниханов оценил весь потенциал судна в действии. Рустам Ильич, мы отсюда проходим по правому борту. Коронавирусный контроль и президентский контроль «Чайки». Для теплохода использовали самый современный дизайн, но главная его движущая сила – природный газ. Это первое в России пассажирское судно такого типа. Есть очень много разных регламентов, требований. И сегодня эти регламенты, требования мы прошли вместе с правительством Республики Татарстан, Российской Федерации. Дальность хода теплохода на одной заправке не меньше 400 километров. Скорость такая же, как на дизельном топливе. «Чайка» может взять на борт до 176 пассажиров. Его можно использовать для туристических прогулок. Благодаря конструкции есть возможность проходить под мостами. В Москве спокойно, без вопросов, там он везде пройдет. Но если не криобаллоны, а топливо внизу, то эта часть тоже может быть использована. Да, можно увеличить количество пассажиров до 250. Рустам Минниханов поблагодарил судостроителей за реализацию этого проекта, отметив, что это важный шаг в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. На СПГ это первый корабль, который построен. Ну и для нас это тоже хорошая компетенция. Вот такого плана судно появилось первый раз. Это и проектный институт себя проявил, и завод. К сожалению, в деле свое детище не увидит директор Зеленодольского завода Александр Карпов. Легенда татарстанского судостроения скончался в середине сентября. Предприятие он возглавлял с 2018 года и был одним из идейных вдохновителей и разработчиков «Чайки». Вы, наверное, все слышите и радио, и телевидение. Вот буквально вчера прозвучало, что в Арктике будет запрещено конкретно, в принципе, углеводородное сырье, то есть нефть, да, и все суда, которые работают в Арктике, будут работать именно на жиженном природном газе. Первая «Чайка» будет использоваться для экскурсионных прогулок по маршруту Казань-Свияжск. В планах запустить проект в серию. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ «Казань». Быстрый и точный казанский манеж собрал более сотни лучших наездников из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Марий-Эл. В столице Татарстана проходит чемпионат и первенство по конному спорту. Лошади стоимостью $1 000 000. Первые победы и падения. Наталья Мезина об атмосфере соревнований. Давай сегодня проедем чисто, хорошо. Перчатку мою не кушай. До выступления считанные минуты, но Франк не упускает возможности пошутить и разрядить обстановку. Диана Навиева со своим верным другом уже 6 лет. Падение и первые победы – все прошли вместе. Свою жизнь без лошадей спортсменка и не помнит. Четвероногими с самого детства. Мама говорит то, что с 2 лет я уже бредила этими животными. Мне
Вот нравились картинки, нравились вот в полях встретишь животное, да, в парке где-нибудь встретишь, мне нужно было сесть. Это первое, это был пони, по-моему, в зоопарке. Любовь к лошадям здесь у всех. На Казанский манеж съехались 116 участников из Татарстана, Башкортостана, Чувашской республики, Мариэл. Всю неделю республиканского первенства юноши и девушки борются за звание самого быстрого и точного наездника. Аделю Халиуллину 16. Занялся конным спортом, чтобы просто прогуливать уроки. Теперь из конюшни его не вытащить. Любовь к лошадям привил и маме, на очереди младший брат. С подругой, с одноклассницей вместе учились, она постоянно прогуливала школу из-за конюшни. Я тоже решил пойти, чтобы прогуливать так. Вот, так и затянула, она сама себя бросила. В итоге я с ними, со всеми. 4-й год уже идет. Болеют за сына всей семьей. Мама говорит, спорт требует и моральную поддержку, и финансовую. Хорошо обученная лошадь стоит около 1 000 000 рублей. В этом году для сына постараются купить. Пока же занимается со школьной. Естественно, своя лошадь, уже совсем по-другому относишься к лошади. У ребенка не остается свободного времени, на либо другие какие-то плохие занятия. Вот на сегодняшний день существуют такие коневозки для перевозки 2 голов лошадей. Эта коневозка более удобная, легкая, зацепляешь в любую легковую машину. И вот так переводим лошадей. Со стороны только кажется, что это очень красивый и элегантный вид спорта. На деле удержаться в седле даже не так-то просто. Самое главное – это найти общий язык со своим партнером и обуздать не только лошадь, но и свои эмоции. В целом у нас где-то около 1000 человек занимается конным спортом. Порядка где-то 300 голов у нас лошадей. Вот именно таких вот конкурсных, войсковых. В целом где-то 7 школ у нас республиканских. Сегодня самыми быстрыми и резвыми стали наездники из Казани и Сабинского района. Победители увезли заслуженные кубки и медали. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ «Казань». Больше новостей в наших социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграм, а также на нашем сайте tnv.ru, который накануне установил очередной рекорд посещаемости в сутки. На интернет-портале завершили почти 60 000 уникальных посетителей. Далее прогноз погоды и до встречи. Здравствуйте! Природа дала нам максимально насладиться теплейшей осенью. В субботу комфортная погода сохранится. Об этом после полезной информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 3 октября на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево все так же тепло и сухо. К вечеру начнется постепенное понижение температуры. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также без осадков и очень тепло. Столбики термометров покажут 20 градусов выше нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше осадки маловероятны. Во второй половине дня температура начнет понижаться. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также без осадков. Днем будет безветренно, малооблачно и очень тепло. На юго-западе, в Болгаре, Торжаном, Буинске солнечно и уверенные плюс 19 на термометре. Для жителей центральных районов 3 октября будет теплым и ясным, около 20 градусов с плюсом. Во второй половине дня в республику начнет поступать прохладный воздух и температура начнет понижаться. В воскресенье будет солнечно, но заметно холоднее. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 000 операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр «Гейзер Макс» защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий.
В субботу в Казани будет ясно и без осадков. Ночью +4, днем воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-западный, слабый. Атмосферное давление по-прежнему выше нормы, влажность воздуха 61%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.